Вверх. Падай. Падаем. Это что такое? А? Свисти, если что, сильно. Что? Свистеть умеешь сильно? Нормально, нормально. Что ты, бежишь? Упаду, что ли? Я буду посматривать за кругом. Хорошо, Антон, Ехаем.
Видишь? Вроде, блядь, сюда уже направляю все равно. Струганинка. Мне сеструха нам показала, где что надо, вот ножи. Я и О, только... хороший хлеб. Я думал, ты всю ночь пек сам. Ну да, в основном, блядь. Давай, Ильи. Сегодня буду между вами спать и без желания загадывать. Чтобы ночью вот такие налимы попались. Да. Ну тут уже двойничок у нас уже мертвенький. Надо менять. Надо менять. Что, братва, всем привет. Очередная рыбалочка. Вы не поверите, какая погода. Плюс 3 градуса, ребят. Просто, я не знаю, в Республике Коми неделю застояла минус 40, а сейчас плюс 3. Конец января. Круто. Выехали на дальняк, ребята. На пару дней, наверное. Будем рыбачить жерлицами, тычками. Пробовать добывать налима. Сегодня, ребята, я с двумя Илюшками. Одного Илюху вы знаете. Со вторым немного позже познакомлю. Это мой дядька с Печоры. Заядлый рыбак тоже. Приехал, ребят, сюда обосновываться, жить. Ну, жизненная ситуация так показала, что приехал сюда. Ну, кто знает, что такое Печора, рыбалка там совсем другая. И я его буду учить, показывать, как у нас здесь с нашей рыбалочкой. Все, ребят, добрались по темну, но мы там поломались, я это ничего не показывал. Вообще приехали на лед очень поздно. Давай быстро расставляться. Ребята в 2 бура ставят, делают луночки. Я на монтаже, то бишь я устанавливаю снасти. Вот здесь курья, там река. Вот в таких позициях будем, ребят, сегодня рыбачить. Ну вот, время 12 часов, вот мы только расставляемся. Времени вообще кучу потеряли. Ну, сегодня будем пробовать, ребята. 2 дня предстоит нам пожить в лесу, в тайге, в палатке. Культурно отдохнем, классно порыбачим. Погода просто, ребят, я не знаю вообще. Пацаны разделись, просто бурят, бушлаты подкидывали. Ну реально, плюс 3, знаете, после минус 40 это как будто, не знаю, ну, это очень жарко даже, наверное. Все, братва, давайте будем расставляться, рыбачить. Как обычно, поставили лайкосик. Написали что-нибудь интересного в комментариях. Привет всем передали, ребят, ну и на просмотр. 5, да? Ну нормально. Ребят, смотрите, какой сервис. Ребята на мотобуре. Я прихожу, луночка чистая. Ну, у нас коллективная рыбалка. Так что пацаны на бурах. Я вот на установке. Вот, кстати, очень быстро получается. Круто. 30 желез мы установим. Ну, еще тычек хотим немножко поставить. Еще хотим немножко тычек поставить. Так, друзья, ну что, останавливаем тычки. Всем известные мои снасти. Ну, многие так рыбачат. Поводок. У меня шнур получается 0,5. Петелька, и затягиваю. При желании можно делать еще зарубку топором, чтобы леска не уходила. Все. И живца. Так, сорога крупная есть. Живет сегодня, ребят, сорога. Елец. Вчера ездил. Шикарно отловился. Прям круто. Рыбка тронулась после морозов. Вчера съездил, просто, не знаю, ну вот сегодня накидал. Минус было 3 утром.
Сейчас плюсовая уже. Конечно, такую погоду мы решили рвануть. Но опять же перепад погоды. Не знаю, как хищник будет себя показывать. Будем надеяться, что налим начал шевелиться, так как ставки все к нему, ребята, ставочки. Вода на реке, ребят, очень сильно упала. Вообще упала, не знаю насколько. Ну, сантиметров 30 точно, если не больше. По последним рыбалкам прям заметно чувствуется, что водичка упала. Липкий снег. Офигеть. Да, это, конечно, жесть. Это, конечно, жесть. Так, ребята, ну что, у нас флажочек. Флажок. Илюх! Сработка! Сработочка, ребят. Кстати, жалится у Илюхи. Илюха с Печоры рыбачит, кстати, такими снастями. Он добывал налима. Он у меня промысловик, дядька. И как бы ни было, будет рыбачить сейчас в наших краях. Давай тащи. Есть? Полностью умотал, да? Сбила, да? Полностью вымоталась. Я говорю, да тут и глубина-то была, там 3 мотка от силы. Ну, вот она сдернула. Дернул, да. Е-мое. Какая беда. Ну вот, вот, расставляемся, у нас работка. Ну, не наша. Не наша была. Илюхина жерлица, кстати, была. И интересно, прям по центру реки сработка. Ребят, смотрите, какой снег. Охренеть. Ну, в любом случае снеговика на память сделать, чтобы стоял здесь. У нас осталось тут 5 тычек еще. И все. Переезжаем. Красота. Такой обрыв. Метров, не знаю, 8, наверное. И вода вышла, и лед. Парни пошли пофоткаться. Круто. Блин. Вообще просто классно здесь находиться. Все-таки рыбалка, ребят, это, я не знаю, как для кого. Для меня в первую же очередь это уезжаешь на природу и просто уже ностальгия берет. Водочки ставлю. Так, друзья, ну что, мы палисадник посадили, жалицы поставили, с одной точкой разобрали. Совет большой, бурить тяжело. 2 комплекта ножей уже поменяли. Песок, много песка. Ну все, ребят, готово у нас. Жалички стоят. Ну и 10 тычек. Сейчас переезжаем. Ребят, что, переезжаем? Далее. Алло. Все нормально? Гоним? Давай. Давайте, жилички, сделайте нам красиво рыбалочку. Корячик у нас, ребят, сработал. Будем надеяться. Так, ребят, просто мягкий стал, просто буквально за 3 часа. Он просто сырой стал. Вообще охренеть. Решили, ребята, съездить на дальняк вообще. Вон в Волге ходили. Пробьем. Я с Лариской пробивал давно уже. Но уже замело все. Решили далеко еще съездить. Подальше. Там есть хорошая заводь щучья. Попробуем там посмотреть. И на обратном пути уже будем смотреть, где будем расставляться. Красота вообще. Лепота.
Но второй снег уплотнился, видно, собачка вон тяжело идет. Ну я как бы загружен нормально так. Вот, ребята, здесь тоже классные места отдыхать. Вот шалаш стоит наш. Частенько здесь были. А здесь торосики видно. Ну, подзамело уже. Ох, какие доросы жесткие. Опа. Илюха зацепился к Илюхе. Я дорогу топчу. Второй снег, ребята, тяжело. Прибыли еще одна курюшка. Блин, далеко, конечно. Капец. Ничего, прет машина. А, ребята едут. Да, в одного, конечно, я легко. Сейчас вот мы здесь сделаем вещи. Здесь вот заводь хорошенькая. И вот тут начнем. Трава, как мне помнится, и вот сейчас так по углу начнем расставляться. Новый комплект жерлиц, ребята, в деле. Лариска даже флажки сделала. Как бы я хотел сделать. И ей тоже. И сделали флажки, ребят. Смотрите, какие у него флажки с бантами. Так что, Юрьевна, буду тут твои жерлицы ставить. Вот, ребята, это от компании Дядь Чукарь. Новые жерлицы. Комплект буду ставить. Все, ребят, давайте расстановим. Ну что, посмотрим новые жерлички. Новые жерлички, ребята. Все сделал по уму. Вот такие, ребят, двойники. 2-0. Да, бей, Илю. Ну так, немножко шагай, да. Здесь утяжечка уже есть у нас. Ну, как-то так. Потоньше здесь? Пришлось вот такую сумку для них выделить. Не знаю, ребята. Посмотрим. Ну так, в целом, они мне очень нравятся. Юрьевна, будем ставить твои флажки. Ребят, смотрите, какие они, какие она сделала. Здесь на этой куре поставлю Юрьевны. Посмотрим. Фартовые не будут, не фартовые. Ух ты. Глубины-то нету. Так, глубина, ребят, вообще сантиметров 70 подо льда. Так, ну что. Припас я здесь крупного живца специально. Вот такая плотва будет у нас. Вот такой двойник, ребят, 2-0 размер. Вот такая плотвичка будет у нас. Вот, Юрьевна, твои банты пошли в ход. Так, не забываем, у нас сразу регулятор. Здесь, ребята, у нас вот один косяк. Лариска тут на клей сделала. И получается у нас флажок. Вот, видите, как упирается. Вот. Ну, в принципе, сработает, да. Так что пока спорить не буду ничего. Но такое ощущение, что надо переделать. Блин, там глубоко. Возле берега. Там мелко. Раз, два, три. Ну да, не глубоко вообще. Вообще не глубоко. Мелко. Ну, в принципе, щучья глубина. Живец тоже много, ребят, померло у нас почему-то. Вот слишком много, кан маленький. Вот. Допустим, такой и лес хороший, а он почему-то задохнулся. Двойник, конечно, тоже немного надо было, чуть-чуть поменьше. По среднюю плотву, что было. Ну, хотя завожу. Ничего страшного. Фух. Вот как-то
что так. Ну что, друзья, еще плюсик готов. Будем называть это Юрьевна место, так как жерлицы с бантами у нас тут стоят. Ну, если кто, ребят, не понял, о чем речь, то с супругой я выезжаю на такие рыбалки. И вот эти новые жерлицы, как бы, сделал ей ребята, жерлицы оставили, едем уже обратно, ближе к нашему месту. Там еще у нас местечко, и будем заканчивать на сегодня рыбалку. Проводочка. Воронка у Илюхи. Да. Да, потихоньку нальем сейчас. Друзья, ну что, у нас еще одна точка. По дороге нам место понравилось, очень классно. Такой поворотик. Решили тут тоже попробовать. Так, немножко сорим жерлицами. Глубина какая, ребят, шикарная. Раз, два, три. Глубина просто классно. Вот тут глубоко уже. Ну что, ребята, у нас еще один пятачок как бы поставлен, но мы сорим жерлицами. Будем искать рыбу, потому что место интересно, поворот реки, свал такой, здесь очень мелко, сантиметров 40 подо льдом, там сантиметров 60, 70 метров, и что-то упали даже до 2 метров вот там вообще. Так что как-то так. Еще одна курья. Не курья, мы на реке прям. Но здесь хорошее место. Здесь мы с Илюхой тогда на лиму нашли, классно. Блин, прям шикарно отловились. И вот работали вот эти донки здесь, именно в этом месте. Сейчас ставлю фрагментик, ребят, чтобы поняли, как это выглядит место весной. Поймали мы тогда неплохо, штук 20, наверное. Вот здесь и хотим поставить. Мусик пойдет. Отлично. Красава. Такой под килограммчик, смотри, Илюх. Ну что? На закидушку, да, конечно, таких. Не руками же. Так я говорю, тяжело тащится. Да, да. Так этот. Это надо его шлепнуть. Держи. Ребят, смотрите, вот эта донка, да, Илюха? На нее же, да, ты все поднял? Вот. И вот закидушку. Трех на нее, одну там и одну на закидушку. Да, и вот получается закидушка. Вот это местина, ребят. Вот крутит здесь, и вот достойно налим. У меня там подзынкивал мелкий. Вот такие пирожки. 8,50. 8,50, ребят, налима. Сейчас Илюха высыпет. Ох, ребятки. Ну вот туда такие вот эти нормальные есть парочку. Нормально, да, есть. А так в основном вот жаренки, короче, ребятки, смотрите. Вот эти нормальные. Один хорошенький у Илюхи налим. У нас последний комплект уже, все. Просто последний. Если что, у меня есть отвертка. Есть, нормально. Вон, все. Последние болты, точнее ножи заточены. Да, с таким льдом вообще просто слышишь. Да это жесть. Там один больше, один меньше. Блять, неудивительно, у нас дождь пошел. Охренеть, блин. В январе месяце дождь на севере. Неделю назад было минус 40. Идет дождь. Неделю, на прошлой неделе еще было 30. Все надо делать быстро, нахуй. Да, Андрюха? Конечно. Бери руки. Но уже не Все равно, успел. мне уже рыбалка понравилась. Все только не рыбачил, но мне уже понравилось. Ну, мы как на промысле, что. Ну а что такое сделать? Целый день работаем. На льду.
На рыбалке надо работать. Так, друзья, ну все, отработали сегодня. Уже смеркается. Ну, вроде как будто просто все. Поставить там 30 желез. Там немного тычек. Но вот с таким льдом, ребята, видите, о чем речь? Ножам все приходит конец. Вот сейчас новый комплект был. Нам даже не хватило поставить 7 палок. Все, в хлам. Вот впариваешься вот на такие вещи. И хорошие. Да, друзья, ну что, едем на первую точку посмотреть под вечер. Ну, потому что рядом мы будем. И заодно посмотрим, были сработки, не были. Ну, что-то походу Илюха вот первый уехал, походу... Ух ты! Походу ничего нету. Хотя у нас сработка там была до этого. Есть контакт, да? Есть работочки. Это радует. Смотри, кстати, вот это место, которое я тебе говорил. Да. Так, ребят, ну что-то непонятно. Лески вообще, вон, смотри, куча. Что-то, походу, холостая. Холостая, походу. Нет, есть щука. Не крупная. Не крупная щучка. Нормальная щучка. Щучка. Первый улов. Не крупная щучка, мелкая, она даже не вымотала, смотри. Просто взяла и прикусила и все. Ну что, на пропитание. На пропитание. Ну вот, ребята, что, первая щучка у нас. Раз, два, три. Там еще сработочка у нас есть. Одна. Так что как-то живем пока. Даже ее, смотри, прогнула. Че, будешь, Илюк, доставать? Не, доставай там. Ну, полная вымотка здесь щука. Ага. Здесь железку оторвала. Опа-на. Прикинь. Тут мощный был таракан. Так его даже вот так прогнуло, говорю. Охренеть себе, блин. Вот это да. Вот это барбос. Я, кстати, живцом ходит с леской. я, кстати, только за это говорил, когда монтаж делал желез, петлей стоял. А вот эти 3 железа мне, кстати, дали. Они вот новые еще, белые. И леска там была намотана. Ах, обидно. Вообще досадно. Ну, тут по-любому, блин. Да. Мамашка была. Если оторвала леску на узле, ну это минимум надо удар. Хороший, да. Мощный, да. Ё-моё, блин. Короче, давай. Ехали. Обидно, ребята. Вот когда вот такие моменты, блин. Обидно, обидно. Так. Груза. Где же вы, мои груза? Вот. Просто, ребят, идет дождь. Охренеть. Вообще. Если с ума. Просто идет дождь. Ну что, друзья, обидно, досадно. Ну а что сделаешь? Такая бывает момент. По поводу монтажа, ребят, я вам объяснял. К этому надо внимание обратить очень хорошо. Но, к сожалению, это не мои железы были. 3 штучки мне дали люди. Леску я там не насаживал. Чисто поводок поменял. Ну вот. Ну, щука хорошая видно была, по-любому. Ну ладно, что. Идет дождь, ребят, смотрите, какая погода. Все сырые, сумерки. Едем в тайгу, сейчас будем заходить на лагерь вставать. Еще делов, ё-моё, блин, куча просто, куча. Такой день, ребята, ну аж как-то так. Тяжелая зимняя промысловая рыбалка, как бы, грубо говоря. Все бы было хорошо, если был хороший лед. Ну, а с таким льдом, ну, просто это мучение, реально мучение. Местами лед около 70 сантиметров просто. Очень тяжело. Все, заходим, ребят, в лес, в лагерь, палатка.
Сегодня у меня новая большая палатка. Это мне дали люди хорошие в пользование. И как бы сегодня будем ночевать, ребята, в новой большой палатке. Все обычно покажу, как обычно. Так что оставайтесь с нами, друзья. День закончился рыболовный. Идем на отдых. Выходим, ребят, в тайгу. Все красиво здесь. Дорога не очень. Ну, Илюха топтанул, уже вперед ушел. Карабкаюсь за ним. С вещами просто. Пассажирам аккуратненько. Снега, ребят, смотрите, по самому вот этот край. Он даже местами переуходит. Ну и сырой, конечно, снег. Как-то Илюха ехал, непонятно. Не дорогу топтал, а летел, что ли. Застрял. Илюха не поднял подъем. Ну, держись! Держись! Я говорю, держись! Взяли гору. Он не взял. Пойдем, Взяли. пойдем доставать. Давай, давай, давай. Ну, продолжаем движение, ребят. Ну, вот такие моменты бывают. Все-таки дает о себе знать длиннобазник маленько. Немного полегче на нем. Снег сырой вообще невозможно. Охренеть просто, блин. Ну, вот смотрите, какой снег, ребят, глубокий. Ну, уже, ребят, подъезжаем. Последний ручей вот этот. Коварный. Ну, это не коварный, это слабенький. А Илюха уже на месте. Едем на стол. Стоит небольшая беседка. Сейчас протопчем здесь дорожку, почистим все. Поставим палаточку. Все будет огонь. Ух, по катушке, блин, ё-моё. Чистые. Нахуя, это же, Откуда ты видел? Ты, ну, я говорю, Андрюхе, я кули по ихним, поэтому по следам ихним ебашил. А это все старая дорога, да? При таком этом, при такой движухе лучше бы мороз был минус 10. А как ты же вывозили, нормально? Ну, вазиком, да? Ну, пошла, да? Ничего? Да, вообще без проблем. Хорошо. Курка мамкина. Икра, говорит, заморская. Блин. Кто? Икра? Ага. Ну, брал бы их на Давай, Сергеевич, иди сюда, поближе. Кольца послушаем.
Сегодня делов сделали много. Вот так вот. Раз. Не мешалось. А то что такое у нас? Вода? Ну, тут не стоит тоже. Да. Нормально. Ну что тебе, Сергей, нравится, нет? Мне пока до этого. Нормально. Ну, получается, 3 сработки сегодня. Да. Ну, не с утра, конечно. Ну да. Ну, как бы не. Пока то. Давайте, братцы, выпьем, чтобы было. Погода, конечно. Я вообще в шоке, мы. Дождь идет. Чемпиондел спешат на помощь. Ну что, делов еще куча. Сейчас пока все это все обустроим, пару часиков пройдем. Пока сядем, пока туда-сюда. Ну, ничего, нормально. Все страшно. Ты грибную не брал? Не. А, я утром ел я с гречки. Котлету и закрыл в холодильник. Я обычно беру, вот масло делаю. Ага. А что, на рыбалке классно. Конечно, ты что? Так на вторяк. Ну, горячего охоту уже, но. Петрович, что сегодня наложим? Что надо? Хавчика море, блин. Мясо, охота. Мясо? Тушенка из Побольше. медвежья. Да? То вот эту же банку бахнем на сковородне. Да. Или в казане сделаем побольше. Я бы не отказался.